Крапите небесы з вышыняў, і хмары нехай прольют справедливость, нехай откроется земля и народится избавление. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Четвертая неделя Адвенту. На это показывают эти 4 свечки, которые горят. Так само Иисус Христос, який по этих сходках, с 9-й сходки сходить вниз, показывая, что осталось уже зовсім недалеко. 2 дні. Трохи больше, чем 2 дні до народження Ісуса Христа. Але нам не йде говорка про урочистість, як добре відсвяткувати. Як пригоже було, приємно. Нам йде говорка під час кожного адвенту, чи я готовий на зустрічу з Паном. І це народження, яке колись відбулося чи справді у цьому році наново, іначе. Я познаю Бога, і Він знову прийде мене. І дасть те, що дав світу, і сьогодні панує. Czyli radość i справжній спокій. Вітаю в нашій спільноті парафіальній клірика Женю, Євгенія, які учаться у семінарії у Кракові на 5-м курсі. Бог дасть за 5, 6, 4, 3, не знаю скільки років. Може приїде сюди і буде так само тут, як служити, коли буде на це воля Боже, я приїхав, на межі стояв 2 дні, так, але рекорд мой не побив, так що не радуйся. Буде у нас туди, коли свято Божого народження, а затим приїде до хати, Бог сам буде сам з Ріди. Эту святую мшу справую за померлих Рантишка Аляхнович, Мар'яна Аляхнович, Садовський, Миколай, просячи до їх радості життя вічного у володарстві небесної, перепросим за всі наші грехи, как мы могли с чистым сердцем впасть в эту наисвятейшую ахвяру. Сподобаюся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Кому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся
радуйся. Всемогутный Боже, просим Тебе, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши бразомерское звествование утеловления Христа, Твоего Сына, празднуя Его и крыш были правителями до хвалы у воскрешения, Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и благодаришь в едности Духа Святого, Бог правдуще веки вечные. Amen. Читание книги пророка Михея. Так каже Пан, а ты, Вифлеем Ефрата, наименьший ты сирот племена Юды, с тебе выйдет для меня той, кто будет володаром у Израиля, и походження його з потребу, от вешних дел. Тому Пан покине их до часу, покуль не народить тая, якая повинна народить. Тады решта братов ягоних вернется до сынов Израиля. И устане, и будет пасвість их моцою Пана, увеличи имени Пана Бога своего. И они будут жить беспечно, бо тады он будет зверишены аж до между земли, и будет он спокоен. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Божа, обнови нас и дай нам славление. Божа, обнови нас и дай нам славление. Пастир Израиля, послухай, які сядиш на горубинах, з'явися, обуди свою могутность и прийти нам на порахунок. Божа, обнови нас и дай нам славление. Вернися, Божа могутя, погляди з небесаў и пробачи наведай гэты виноградник. Заховай тое, что посадила твоя правица, а растаки ты умацовал для себе. Божа, обнови нас и дай нам славление. Нехай буде рука Твоя над мужем правицы Твоей, над сыном человечим, якого Ты умацовал для себе. Не отступимся мы от Тебе, оживи нас, и мы будем закликать имя Твое. Божа, Обнови нас и дай нам славление. Czytanie послания от Евреев. Брати, Христос приходить у світ і каже, офіари і прошення ти не захотів, але тіло подрихтовав мені. Уче спалений і офіари за грех не досподоби тобі. Тоді я сказав, ось іду, як у початку книги написано про мене, как виконать волю Твою, Божа. Перед этим и он сказал, офяру и приношению, и уще спалению, и офяру за грех, якие приносятся поводле закону, ты не захотел и не уподобал. Пошля и он сказал, вось иду, как выконать волю Твою. Odmieniaje pierwsze, jak ustanowić другое. Powody tej woli, my razem i na zawsiody oświecone wiarą ciała Jezusa Chrysta. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ось я слуга Пана,
Нехай мне станется поводле Твоего слова. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodля Луки. Собравшися Мария у тыя дни поспешила у горную краину, у город Юды и вошла у дом Захарии и привитала Альжбету. Коли Альжбета почула привитание Марии, узвархнулась дитятка во лоне ее, и наполнилась Альжбета Духом Святым, и ускрикнула мощным голосом и сказала: «Благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня твоего. И откуль мне это, что мать Пана моего пришла до меня? Бо коли голос привитания твоего зазвучал в ушах моих, узварухнулась от радости дитятка во лоне моим, и счастливая тая, якая поверила, что сполнится сказано ей Паном». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Брати і сестри, триваємо у гэтым часе, в останніх днях, може навіть годинах, можна було б сказати, часу незвичайного, часу Адвенту, який нам у гэтым годзе дадзены яшчэ раз, как мы пережили. Адвент, я так його назвав, з'являється таким днем час часом. Чому? Бо заразом на початок, згодна з годом літургічним, з'являється початком года літургічного, але так само заразом згодна з тим, що ён ёсць 12-м месяцем, так само з'являється апошнім месяцем года календарного якого, czyli ёсць початок і конец. Конец чого? Конец Старого Завета. Початок чого? Початок нового життя, який нам Бог дає. Але гэта ад нас залежить, в який спосіб ми його проживемо. У сьогоднішній Євангелії ми прочитали: «Собравшися Марія у тыя дні поспешила у горную країну». Ось цікава річ, у тыя дні, у тыя часи, які нам дзесьці подаровані. Ёсць такі анекдот про дьяволов, скажем. Был у пекле стары дьявол, и у гэтым пекле он створил такую школу и навучал молодых дьяволиков, можно сказать, у такой школе, як по-правильному спокушать людей. Наука трывала 3 годы. А вядома, як кожная наука, повинен быть что? Ну, экзамен. Конечно, 3 годы прошло, старый дьявол собрал этих молодых дьяволов на великой комнате, в великом классе и сказал: «Задам вам только одно питание, одно. Кто откажет поправно, еще теперь у гэтую хвилину посылаю вас на землю, как вы спокушали людей». Ну и говорит так. Питание звучит так: у який способ вы будете спокушать людей? Поднимая першую руку вгору, тянется, аж отрывается. Так, ну добре, говори, у який способ ты будешь спокушать людей? Говорит: я скажу людям, что мимо Бога. Все: это старое, люди уже не поверят, это уже было, это уже выбрано, уже пробовали, никто не поверил. Высмеяли его, выкпили, вытыкали пальцами, выкинули с класса, сказали: не сделал. Что ты не подносите руку? А ты некий способ будешь покушать людей? Я скажу людям, что такі-то грех уже не з'являється грехом. Старий дьявол задумався і сказав: «О, гэта добра сапраўды. Гэтай спакусай увядзеш шмат людзей. Калі ім скажаш, што уже гэты грех не з'яўляецца грехом, і яны перастануць для яго спавядацца, то глядзі-ка, по смерти будуть у нашем володарстве, хочешь не хочешь, гэтым ты шмат людей обманешь, будуть потом только смогу тёгать Фёдорович. Добро, молодец, сдал экзамен. Але наступный подносит руку, думаю: а ты что нового тут придумал? А я скажу людям, что еще мають час. Запала тишина, все задумались, а старый дьявол: «Бинго, вельми добра.
Лепей придумать нельзя. Гэтым увядзеш людзей вельмі, мільёны людзей обманешь. Што сапраўды, калі чалавек поверыць, што яшчэ мае час на ісповедь, мае час, каб навярнуцца, мае час, каб змяніць сваё жыццё, мае час на сапраўдную любоў, мае час на Бога, мае час на сябе. А ён тады будзе наш. Ён будзе думаць, што яшчэ я паспею. Я паспею яшчэ прахаць, яшчэ паспею выспаведацца, паспею хадзіць у касцёл, паспею навярнуцца, паспею быць добрым чалавекам, паспею яшчэ прабачаць і буду вучыцца прабачаць. Браты і сёстры, вось і сучасны свет шмат людзей паверыла, што яшчэ маюць час. Маем час. І які гэты час, які нам Бог падараваў, паглядзіце, Марыя у тыя дні, калі пачула, у тую самую хвіліну сабралася і пашла, каб несці дапамогу. Мы вельмі часта у нашым жыцці што разважаем? Ну, 10, можа, дзень тому назад, можа, год, можа, 25 гадоў тому назад зрабілі якуюсьці памарку, і скуткам гэтай памаркі быў якісьці цяжкі грэх. І мы сабе над ім размышляем, от вярнуць бы той час. Но я бы иначе поступил. Я бы не зробил так. Там, не подал бы номер телефона, не дал бы адрес записать. Или там что-то не зробил, что потом заявилось скутком якогось греху. И человек так размышляет, думает, поменял бы я. А мы сами так думаем наперед. Думаешь, все, а завтра я уже постановляю, что от завтрашнего дня. И такие, которые говорят, чекаем это завтра. А тут как, у сегодняшней Евангелии, жить у гэтую хвилину. У гэты час, у гэтую хвіліну, дакладна, Марыя у гэтую хвіліну, калі пачула пра свою своячку Эльжбету, што есть устами благословен, собралась и пошла. Не сказала, завтра пойду, нет, нараджу Иисуса Христа, потом пойду, калі уже нараджу Иисуса Христа. Пошла одразу. У гэтую хвіліну, сколько у нас часу з нашего рукава цяпер? Погодите, как поб'е, хватай дзень, ловить хвіліну, якая ёсць. Еще нашли в гэты момент. Не тое, што было, не тое, што будзе, а не тое, што цяпер. Бо гэтае можа змяніць. І гэтым ёсць час адванту. Асталося некалькі гэтых гадзін адванту. І сапраўды, чи я, можа, яшчэ паспрабую нанова злавіць які-небудзь момант у сваім жыцці, каб дзесьці гэтага прабачання шукаць, каб можа паяднацца з Богом, каб можа паяднацца з другім чалавекам. Святы Ян ад крыжа, якога мы успаміналі тыдзень тому назад у суботу, гаворыць так, што чалавек будзе суджаны з любов'ю. Які гэта спосаб? Бо калі памрэм і станем перад Богом, то мы в одну минуту не зменимся. Чалавек в одну минуту не зменится. Нема шанс. Нема такой шансы. Бо калі мы все время думаем про грэшнае, то нас гэта грэшнае, то гэта грэшнае напаўняемся. Калі мы думаем про ненависть, то гэтай ненавистью напаўняемся. Калі мы думаем, что хочем кагосьці помстить, то гэтай помстой напаўняемся. И мы не зменимся в одну секунду, калі стане человек до таким, так думаем, что мы можем зрабіць якуюсь пакость. Мы не зменимся. Мы далей нам будзе выдаецца, что мы хотели, кто говорит, я пробую, а не выходит. Бо я раздумываю над этим. А чым ты раздумываешь? Что тебе накручивая? Что является таким мотором, что тебе накручивая негативно, альбо позитивно в твоем житті. И мы потом говорим, что ну тяжко. Потому что тяжко, вот чим ты живешь, тое и есть твоим життем. Не змяню я себе в одну секунду, браты и сестры, нават я все. Не говорячи про вас, які ведете свое життя і сімейне, хоч я маю більше часу на молитву, ви менше, але і так я себе не зміню. І треба було працювати, і треба працювати некілька годин добрих, каб змінити себе, бути легше. І можете кожному з нас. І Марія ведає гэта. І Марія розпочинає не від завтра, а від тепер. У гэты час Мария собралась и пошла не просто так, а поспешилась в этот час нас. Поглядите, у сучасном свете мы говорим, что нам нема часу. Кто-то сказал вельми мудро, как день, как сутки лечили 48 годин, нам бы не хватило. 48 годин, как выказать всю працу, какая есть, и мы выполняем несколько там дней. Так что не турбуйтесь, что чего-то не воспринимается. Не турбуйтесь, его праца была, ёсць і будзе. Мы яе ўсю не пераробім, як бы не змагаліся. Паглядзіце, калісьці чалавек ездзіў
бричкою, я коли Степана в дитинстве ехал бричкою в костел. Треба было ехать 8 километров. Я говорил, что часу нема. Теперь, как человек, моя автомобиль, который ездит со скоростью больше, чем 300 км на годину. И тоже говорит, так само часу нема. Если человек ездил паровозами, и там развивал скорость 60-80 км на годину. Я говорю, часу нема. Поволі ездят. Сегодня, не ведаю, год тому назад начали тестировать новый поезд. У Польши тут недалеко, у местечку Ясла, и будет развивать скорость больше 500 км на годину. Не ведаю, что наша натура выдержит людская такой скорости. Як буде такий скорость, що ми скажемо, що і знову часу немає, знову не успіває. Если колести треба было капота не подавать, пойти на вёсты, найти стационарный телефон. И мы и так не имели часу размовлять, это было так само коштовно. Альбо выслать телеграм, где за одну букву платилось сколько там копеек. Сегодня маем мобильный телефон, переводим знову часу. Коли мы видим этот час? Это только и выключно залежить от вас. Бо свет імкнеться вельми хутко. А куда ён ляціць? Ён не задумаецца. Задумаемся, браты и сестры. Куда мы летим? Веру одиного Бога, Отца Всемогутнего, Славиться небо и земли, усяго бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утелодился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по Писаниям, и взошел на небо, сядить праворучайца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилу и життя вечного в будущем свете. Єсус, якого ми чекаємо, уже присутнічає серед нас і наповняє нас своїм духом. У гэтым духу узнесем наши супольные просьбы до Бога Отца за всіх християн, каб яны падрыхтаваліся до надыходзячых святаў не толькі матэрыяльна, а таксама і духоўна. Ці просім. Выслухай нас, За Пане. святого Отца, каб Дух Святый наполнял его своим святком и апостольской працей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За женщин, які чекають народження дитяті, каб щасливо пережили все тяжкости и спознали радость материнства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За самотных людей, как подчас святов Божьего народжения, они познали людскую доброзычливость и любовь. Тебе просим. Выслухай нас, За наших близких померлых Франтишка, Оляхнович, Марьяна Оляхнович, Садовский, Николай, как добрый милосердный Бог, принял их в владарство небесное. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных на этой Евхаристии, капристя Божьего Сына, повеличивала в наших семьях взаимную любовь и едность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный вечный Боже, який прагне избавления всех людей, выслухай наши молитвы и учини, как наши дни были наполнены спокоем праз Христа, Пана нашего. Аминь. Все мое житье, и теперь домой, назавсёды, это мое сердце воплоти, и любовь моя одиная. Так я верю
воды, моё сердце погрязи, ты любовь моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу охрану принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме отряду слуг Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Всемогущий Боже, нехай Дух Твой, веки своей моцей наполнил Наисвятейшую Панну Марию, осветит дары, что на Твоим алтаре мы складаем, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Укору сердце, Узноси Пана, подякуем Пану Богу нашему. Он нам это несправедливо. Справды годна это и справедлива, слушна и избавленна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, яко проказвали все пророки, Дева Мать носила его под сердцем с невымолвной любовью. И Ян Христитель пророчил про Яго присте, и обвестил Яго присутность всякого людей. И Он дає нам ласку з радостью подрихтоваться до святого Яго народження, как знайти нас скорее прийти, полных удячности у молитовных чуваний. Тому з анёла верх анёла низу сими святыми, мы обвещаем Твою хвалу, разом зими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыліца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос воскрес и послал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, как яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery udział kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierite i picie z jego wsie, bo гэта jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри, Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение
прощения и шагаю Твоего Христа хвали. Wspominając śmierci z mертwych powstanie Twojego Syna, ach, wiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuj Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючи в тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеян во всем свете, удосконаливал любови, разом с Папом нашим Франтишком, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які пастують в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и ее ратником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми, які справедливо подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ojca Всемогутny, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Аминь. Бог нас так полюбил, что спаслал нам Своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся сказать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штутенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. просим Тебя, Пане, избав нас от усякого злого, дай ласкаво с упокою вини наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы в всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живешь и благодаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, я Тебя лишь на всякие грехи свету, смилуйся над нами, баранку Божий, я Тебя лишь на всякие грехи свету, смилуйся над нами, баранку Божий, я Тебя лишь на всякие грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Його. Пане, я не бачу, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа.
Номер 4. Наш Пан хлеб небесный, пред нами живет. Судный надежд и радость дает. Свободно сыпот, да нас на алтарь. Как знать нам поживать, дай есть один дар. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабый, дай есть властиво у сердце своим. Любовью святою проводить наш Бог. И разгоняет надеи святой. Наш Пан милосердный, Он любит свою. Наш Пан благословенный, на нас Он везет. Сердцу покой, утешание для тех, пусть свет избавления, законно собой, и мозгой свою Пан хлеб небесный, лишь нами живет, Он судным надежду и радость дает. Огонь нас исходит, нас на алтарь. Как стать нам поживать, надеясь обелать. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабый, дай ей властиво у сердце своим. Любовью святою проводит наш Бог. Иисус разгоняет надеи святой. Наш Пан милосердный, Он любит свою. Хранить не пошлет удалину покой, как шлях человек, добро осветлять. У сердца по небе лугу обужать. молимся. Всемогутный Боже, в Евхаристии приняли мы задаток вечного спавления. Дай просим, как мы рихтовались до святкования таемницы народжения Твоего Сына с тем большей побожностью,
Тим ближей надходить свято нашего збавлення, раз Христа Пана нашого. Об'яви Южноукраїнські. У понеділок, 23 снежня, святая Імша Проратня у 6:45 і увечері у 19. 24 снежня во второк, апошняя святая Імша Проратня так само у 6:45. Во второк – это день, в якому згодно з традицією обов'язує пост стислий, повстримання від м'ясних стравів. Во второк так само відбудеться пастерка у 22 і у 24:00, дві пастерки. 25 снежня у середу урочистості народження Пана святої Імші відбудуться тройчі у 9 годин на польській мові, затим у 10:30 і у 12 на білоруській мові. Після святої Імші о 12 годині до нашої парафії прибуде святий Миколай. 26 снежня у четвер свято святого Степана Першомученика, другий день свята, святої Імші відбудуться так само тройчі у 8, у 15 і у 19. 27 снежня успомин святого Яна Апостола и Евангелисты. У этот день отбудется благословление вина. Так само у этот день можно споживать мясо. Через пятницу можно есть мясо, как это ожидает. Святая Імша отбудется только и выключно у 8 годин раницы в пятницу. 27 снежня у субботу свято немовлята у мучеников. Благословление детей. Так само святая Імша отбудется только у 19 у вечера. Наступная неделя – это неделя святой семьи Єзуса, Марії і Юзефа. Згодно з традицією, під час кожної святої Імші відбувається обновлення обіцянь суженських. Тому запрошуємо сюди суженків у парах на одну і ту саму Імшу, звісно. Еще раз коротко розклад святих Імшів, які на этой неделе знаходяться на наших сторонках або ВКонтакте парафія Матері Божої Руженцової, або в Інстаграмі, так само під такою назвою, або на Фейсбуку Санктуаріум Божого Милосердя в Мінську, Білорусі. Можна знайти нас, і там прикладно план знаходиться. І ось так само на таблиці об'яву, коли ласка, сфотографуйте собі, як було додому, коли що відбувається, бо кожен день якась друга імша і другий час. 23 снежня у понеділок у 6:45 і 19, 24 у 6:45 Імша рання, 22 і 24 пастерки, 25 у свята у 9, у 10:30 і у 12, 26 другий день свята у 8, у 15 і 19, 27 у п'ятницю тільки у 8 годин раниці і 28 у суботу тільки у 19 вечора. Сьогодні після кожної святої Імші відбувається вігілійний кірмаш. Мало що там святая кірмаша засталася, повірте мені, бо там було шмат добрих речей. Все розібрали амаль, але ще що можна набити собі на вігілійний стол, коли хто жадає. Дякуємо всім, хто причинився до приготування речей на кірмаш. Всі ахвяри складені на будову. 25 снежня поводле традиції кожен, хто духовно усиновив і щоденно молився за ненароджене дитя, приносить у этот день до алтаря кветку з подякою Пану Богу. Можна набивати оплатки на вігілійний стол, ахвяри за їх предназначені на будову. Вони знаходяться оплатки по лівій моїй стороні, там від сторони конфесіонала в одній скринці. Одна оплатка написана у другій скринці, 2 штуки оплатки. В этой оплатці ще так само залучені образі якісь, так само молитва, як має приходить вігілійний вечір. Але так само у некоторых оплатках можна знайти сено. Сено – это не для того, как запарить чай, зарплату, не для того, как зробити скруто и запалить себе хорошо, задымить. Нет. Сено для традиции, уже расскажу, которая может не есть. Говорит, что вот оплатки там сено, думаешь, что за сено зробить? Может, которая чай себе, зарплату. Сено с хорошей ломки, там сами коровки ходят, думаю, коровки ходят, долго смаковать сено. Сено ложится под обрус, можно положить, затем обрус застилаем и ложим, накрываем стол, а можно так само положить на тарелочку, потом салфеточку и на эту салфеточку оплатки. Это традиция того, что Пан Иисус народился на чем?
був покладений на сіяння, невідомо. Ось така традиція. Одразу вам тлумачу, бо вже 7 років ми традиційно не роздаємо, може ніхто не їде, може стоп на спіралі, треба буде вас забрати корову, сказати, молока дадуть. Тільки що хотів сказати, кожен день у нашій таблиці триває адорація Пана Ісуса у найсвятішому сакраменті. На этом тижні нам буде редка. Во второк, у середу, у п'ятницю, у суботу адорації не буде. В інші дні от 14 до 19. Каплиця во второк ближайший буде відчинена тільки до 17 годин. Бо наша дежурна так само повинна приїхати до хати, з'їсти вечеру вігілійну, і відомо, треба вшанувати других людей. Тому, хто би хотів набити оплатки, це буде опошній момент у 16:55 минут, бо потім 56 буде зачинятися каплиця. Дякуємо за керування добудову, за супольну індивідуальну молитву, за співу праву літургічну, за прибирання каплиці, а так само тим, хто дежурив. Дякую ксензу Олександру, Хиброднев повідав, так? Ви не ведали, хто там заходив конфесіонал, що повідав, може не його, може якісь стікери, все ви там так сміло пошли. Дякую великі за допомогу подчас сакраменту, поєднання. Помолимся за тих, хто на таким тихі святкує день народження, іменини, юбілей, хто чекає народів дітей, добродіях, хренодавців нашої параді, так само в новий добродіях, Богородиці Святої Божої милосердності. І за нас, доручаючи кожного поособку, Отець і Матці Божої Твоєї обороні отдається. Святая Богородица, у наших потребах не обращай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Кожний день сакраменту поєднання можна скористати полгодини перед святою іншою. Завтра, коли на летах вода буде, я вже буду складати от 18 перед святою іншою вечоровою, czyli годину перед тим, коли чинив сьогодні, як кожен мог поєднатися. Дякую всім, хто це учинив у звичайні дні, побачите, як приїхав отець Олександр, я би сповідав би дарей, вас так само не кинув годину, чи ще би годину провів у конфесіоналі. От це я люблю робити, це моє покликання. Добре, що ви його сповіте, Боже благословение, нехай оно вас наполнится правдой и радостью и с упокоем. Пан с вами. И с Духом Нехай Твоим. вас благословляет Бог всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у упокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, сурай спокуси і пастка Свого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла Сатана и інших злих духов, які нас душу по свете. Аминь. За наших близких померлых, за померлых Олехнович, Марьян, и всех семьи Олехнович и Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. A słowo stale się ciel. Choć ja słucha Pańska. Нехай не станется по воле Твоего слова. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. A słowo stale się cielem. И поселилась в ней. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти
наши, Молися за нас, Святая Богородица. остались мы годными обещаниям Христова. Молимся, всемогутный, вечный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как мы познавши бразаневское свистование, утеловление Христа Твоего, Сына, правду Его, и были доведены до хвалы у воскрешения, прав Христа, Пана нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Как была справедливу теперь и завсёды, и на веки вечные. Добрый езда наш Пане, Дай им вечное нехай спасибо. почивает вкус упокой вечным. Святый Боже, святый Бог, Ты святый. Смилуйся над нами, святый Боже, святый моцный, святый бессмертный, смилуйся над нами, святый Боже, святый моцный, святый бессмертный, смилуйся над нами. От пожару, воду, войны и заразы, храни нас, Боже, от ракомной и беспознаванной смерти. Стережи нас, Боже, мы грешные, Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Есть так само у нас огонь, Вифлеемский, как кто пожадал, можно все на хату забирать. Нехай будьте похвалены. Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален